черпает вдохновение как искусство, он получает из природы, из линий, из строений, и от людей, даже от элементарно от общения с людьми. Цель архитектора в первую очередь создать комфортную среду для жизнедеятельности человека. Но мы в последнее время зачастую встречаем, что некоторые специалисты остаются за проектами, За бортом за проекта. бортом, и принимаются такие поспешные, может быть, даже экономически выгодные такие решения, в котором, да, некоторые аспекты умалчиваются. У нас Бишкек долгое время развивался без единого такого генерального плана, единого видения. Как для архитектора, что это для вас? Больше возможность открытая для творчества или это все-таки какая-то угроза и помеха? Но некоторые наши коллеги тоже говорят, что, может быть, из, так сказать, хаоса может появиться порядок. Но да, мы тоже не исключаем, но мы все-таки должны прилагать все усилия, чтобы все вовлеченные стороны активно работали вместе с собой. Не только архитекторы, и экологи, урбанисты, администрация. Если мы боимся утратить именно статус зеленого города, надо было подходить к этому ранее еще. То есть подготовить деревья, вырастить предварительно. Как только мы избавляемся от старых деревьев, посадили новые, например, сразу же. Не такие маленькие, а больше повзрослевшие уже деревья. Эту проблему можно было легко решить. У вас есть своя архитекторская мечта? Да. Что это? В первую очередь я бы считал, что для того, чтобы достичь такой архитектурной мечты, в первую очередь это оставить некое наследие, что ли, наследие в виде удачного решения общественных нужд. В эпоху, когда города строятся быстрее, чем успевают задуматься о людях, к счастью, еще остаются те, кто не просто проектирует здания, а будущее. В эфире программа «Жизнь и успех», и сегодня мы говорим об архитектуре, меняющей повседневность. У нас в гостях архитектор-урбанист Саид Ибраимов. Саид Ибраимов – архитектор, владелец собственной студии, родился во Фрунзе, вырос в семье крестьян, папа – механик, мама – домохозяйка. Начал проявлять интерес к архитектуре еще будучи учеником младших классов. Имеет опыт работы в таких крупных агентствах, как Concept Plan, Integra Engineering Group. Работал архитектором-чертежником при строительстве второй фазы американского посольства в Кыргызстане. Трудился архитектором-чертежником при строительстве отеля «Новотель» в Бишкеке, а также участвовал и реализовал ряд других крупных архитектурных проектов. Любит пешие прогулки, хайкинг, рисование акварелью и чтение технической литературы. Вдохновение черпает в красоте природы, ее линиях и формах. Женат, имеет 3 детей. Саид, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, как вы оказались в сфере архитектуры, что вас привело. В первую очередь, я бы сказала, вклад моих родителей. Дело в том, что мои, более такие сказать, творческие способности начали проявляться еще в школьные времена. Я помню, буквально даже в 6 классе я смастерил руками целый такой городок. То есть из картонов, коробок, так сказать. И увидев, мои учителя сразу отправили в районную такую выставку, таких одаренных учеников. И вот с тех пор мои родители заметили это и сказали, что после школы ты обязательно поступишь в дизайн или архитектуру. И вот действительно после 9 класса мои родители повезли в техникум, строительный техникум. Но все-таки с чего началось? Может быть, вы какую-то книгу прочли или выставку посетили? Как идея создать маленький городок появилась? Как раз таки сделать своими руками что-то, в котором люди будут жить, проводить время, учиться, работать, создавать семьи. Это, я считаю, такая славная профессия. Да? Для меня уже в школьные времена казались таким очень привлекательным. И с тех пор я действительно увлекся, смотрел передачи специальные. Помню, даже кассеты покупали, видеокассеты тогда были. Смотрели BBC, вот как-то документальные фильмы.
Вот с тех пор вот появился огромный интерес к этой профессии. А были ли какие-то здания, которые, мы, может быть, увидели в Кыргызстане или где-то за пределами, тут они вас прям так вдохновили, и вы убедились, точно архитектором буду? Да, вот когда я смотрел документальные фильмы, в первую очередь мне приглянулись вот эти «Семь чудес света». Как раз-таки там в основном же архитектура показывается. Древние строения, вот эти храмы, величественные здания, которым остались на века. И действительно об этом говорит, что человеческие способности, талант, он могут сохраниться веками. Мгм. А в каких странах вы учились, работали? Я здесь отучился в техникуме, потом университет, это у нас Славянский институт, считается КРСУ. За границей я просто удаленно работал, это непосредственно с Москвой. Мы получали зарубежные заказы, выполняли здесь. Чтобы... В качестве поездок, да, это было там Саудовская Аравия, Турция и соседние страны, Россия, Казахстан. Такие поездки, они вдохновляют? Да, конечно. Это в первую очередь в качестве даже туриста можно изучать их культуру, народ, историю. Это очень вдохновляет, в первую очередь, для профессии и для получения тоже опыта зарубежного. Скажите, в архитектуре для архитектора насколько важно вдохновение? В архитектуре само слово «вдохновение», он понимается под разным углом. Да? В первую очередь, если как воспринимать как искусство, да, черпает вдохновение как искусство, он получает из природы, из линий, из строений, от людей, даже элементарно от общения с людьми он тоже можно вдохновиться. А в качестве технического такого насмотренности, как наблюдения, это прежде всего, да, вот коллеги, зарубежные, тоже такие творческие личности, исторические личности, читая их произведения, смотря, можно тоже черпать вдохновение. У вас есть своя студия. Да. Как появилась идея ее создания и что с помощью этой студии вы вносите в архитектуру? На данный момент маленькая студия, в котором мы разрабатываем концепции. Это жилые пространства, общественные и промышленные тоже. В своей студии мы стараемся решать современные вызовы, потому что в эпоху, когда глобализации, рыночной экономики, часто мы сталкиваемся, как сделать так, чтобы и людям было комфортно вести жизнедеятельность, но при этом решать и экономические интересы своих заказчиков. Да, вот. И в этом смысле архитекторам приходится лавировать, решать сложные задачи. У вас есть какой-нибудь свой проект, которым вы очень гордитесь, или может он просто дорог для вас? Ну, я бы не сказал, что прям гордился, но были уже промежуточные итоги моих деятельности, начиная с 2016 года. Это жилые комплексы, в котором я даже специально ходил, опрашивал жителей, ну как вам дом, что вам нравится, не нравится. И в основном я слушал положительные отзывы, и это, конечно, для меня вот считается некой такой гордостью. То есть можно сказать, что свой успех вы оцениваете, когда видите, что люди живут и им нравится? Конечно, конечно. Это все-таки цель, именно цель архитектора, в первую очередь создать комфортную среду для жизнедеятельности человека. Если жители отзываются положительно, это можно считать, что твоя работа удалась. Ваша студия находится в Бишкеке, вы работаете в Бишкеке. Город у нас такой неоднозначный. Какие это создает для вас возможности? Что вас вдохновляет, что вас огорчает, наоборот? Да, с развитием жилого сектора, общественного. И это в первую очередь, конечно, появляется высокий спрос на специалистов, в первую очередь архитекторов, урбанистов. Мы бы сказали, что в Бишкеке мы позиционируем себя как концептуальной стороны, как решение сложных задач. Как сделать так, чтобы наши заказчики имели конкурентоспособность на рынке, это в первую очередь в жилом секторе. А в вторую очередь
тот же объект успешно реализовался. А для того, чтобы успешно реализоваться, дом должен отвечать всем требованиям, нормам и так далее. Но добавляются еще дополнительные такие, так сказать, требования, пункты, в котором что надо быть красиво, привлекательным должен быть. И, конечно, у нас любят говорить, чтобы хорошо продавался, да? Ну, конечно, архитектор изначально не ставит для себя цель, что как бы выгодно продать, да? То есть эта задача не стоит, потому что в архитектуре изначально закладывают 3 основные функции. В первую очередь это надежность, функциональность и красота. Если архитектура отвечает этим 3 основным критериям, то можно считать, что архитектура удалась. На ваш взгляд, архитектор – это социально ответственная профессия? Конечно. Мы видим, что есть, конечно, обратная сторона развития, может быть, хаотичного развития, точечного развития городов, в котором действительно уплотняются, и это за собой влечет некие-то неудобства, некие же споры среди жителей, среди администрации. И в этом случае роль урбаниста, генпланиста, градостроителя, архитектора очень важны. Они в кооперации, конечно, тут не только решает архитектор, есть и другие специалисты, туда даже входят экологи, и они в кооперации должны это все решить, эту сложную задачу. Но мы в последнее время зачастую встречаем, что некоторые специалисты остаются за проектами, За бортом проекта. И принимаются такие поспешные, может быть, даже экономически выгодные такие решения, в котором, да, некоторые аспекты умалчиваются. У нас Бишкек долгое время развивался без единого такого генерального плана, единого видения. Как для архитектора, что это для вас? Больше возможность открытая для творчества или это все-таки какая-то угроза и помеха? В первую очередь я выделил бы, что обстоятельства рынка, вообще ситуации города так сложилось тем, что в первую очередь мы имеем кадастровые вопросы, да, то есть в котором в основном все участки состоят именно в частном владении. И для того, чтобы ввести единую политику, единый градостроительный кодекс, для того, чтобы сильно придерживаться, конечно, тут на основе, если учитывать рыночную экономику, то очень сложно придерживаться единой именно политики. И это ставит, конечно, большой вопрос перед мэрией, перед градоначальником. И из этого мы встречаем такие случаи, когда, да, хаотичная застройка, точечная и без единого такого направления. Но некоторые наши коллеги тоже говорят, что, может быть, из, так сказать, хаоса может появиться порядок. Но да, мы тоже не исключаем, но мы все-таки должны прилагать все усилия, чтобы все вовлеченные стороны активно работали вместе с собой. Не только архитекторы, и экологи, урбанисты, администрация и так далее. В некоторых городах, в больших странах, в больших городах есть такая практика, целые кварталы застраивают в едином стиле. Как вы к этому относитесь и применимо ли это для Бишкека? Для Бишкека уже созрела эта мысль, этот подход. Конечно, было бы начать это раньше еще. Дело в том, что, как я упомнил ранее, у нас кадастровые такие вопросы, в котором в основном это частное владение, а каждый участок составляет, может быть, от 10 соток до 1 гектара. Да? И для того, чтобы решить комплексный такой подход, тут уже возникают экономические вопросы и административные вопросы. Да? Но мы видим, что городоначальники прилагают усилия для того, чтобы прийти к этому, к такому подходу. Недавно принято законодательство, поправки, что для общественных нужд, для этих земель, частные земли будут договариваться в пользу государства, например, чтобы государство тоже мог в едином таком направлении застраивать, может быть, квартально. И даже обсуждается уже вопрос о реновации, в котором как раз-таки, как вы спрашиваете, именно будет затрагиваться квартальная застройка в едином стиле, в едином дизайн-коде, например. Как архитектор, как урбанист, как вы воспринимаете город? Каким он должен быть?
Если посмотреть с исторической точки зрения, у Бишкека до сих пор есть большие шансы стать очень привлекательным городом, очень потенциальным, развитым, процветающим. Есть для этого даже предпосылки. У нас был статус зеленого города, и для того, чтобы обратно вернуть эту славу зеленого города, мы должны активно работать над этим. И учитывая текущий вектор развития, я вижу Бишкек в таком укладе, как европейский город. То есть маленькие улочки, наоборот, лишен от таких больших трасс, автобанов, потому что Бишкек он маленький. Я желаю, чтобы Бишкек оставался крошечным, таким уютным, комфортным, где больше зелени, где больше комфорта не только для жителей, в первую очередь для уязвимых слоев населения, для учеников, для студентов и так далее. Сейчас развернулась, можно сказать, такая настоящая война между теми, кто за старый облик города, когда он у нас считался самым зеленым по Центральной Азии, да, деревья вырубаются, увеличивается пространство, покрытое асфальтом, потому что это требует время, да, если мы хотим развиваться, нам нужны дороги. Архитектура что может предложить? Чтобы и удобство было, и в то же время зелень сохранялась. В этом случае мы видим, что есть разные подходы к решению данных именно урбанистических таких вызовов, да? Потому что Бишкек, он впервые же сталкивается именно с градостроительными задачами. Исторически мы первый раз строим такой большой город. И, похоже, мы становимся даже мегаполисом. И это требует таких, может быть, радикальных мер, в котором, да, затрагивают социальные вопросы, в котором возникают такие мысли у горожан, что а почему к этому все идем, что избавляемся от зелени и так далее, для того, чтобы расширять дороги. Я как независимый, может быть, архитектор, я бы предложил чуть-чуть пересмотреть вопрос в том плане, что если мы боимся утратить именно статус зеленого города, надо было подходить к этому ранее еще, то есть подготовить деревья, вырастить предварительно. Как только мы избавляемся от старых деревьев, посадили новые, например, сразу же. Не такие маленькие, а больше повзрослевшие уже деревья. Эту проблему можно было легко решить, потому что для этого надо организовать целые питомники большие. Для этого я считаю, что у государства хватит сил и ресурсов. И, конечно, расширение дорог он тоже требует, делая это времени, потому что для того, чтобы развивать мобильность города, без организации автомобильной трассы невозможно. Да? Тут вопрос остается только, как это сделать, какими способами. Этот вопрос до сих пор открытым, я считаю. Какое-то время назад у нас пытались внедрить такое явление, как сады на крышах. Это хорошее архитектурное решение. Как вы к нему относитесь? Допустимо ли оно везде, по всему городу, то, что строится новое, и почему оно как-то остановилось сейчас, это направление? Отличная мысль. Мы как раз-таки над этим думали и даже готовили презентационный материал, в котором хотели бы преподнести Бишкек главархитектуре. У них тоже эта программа есть уже. Они рассматривают в будущих проектах хотя бы не полностью, но хотя бы частично некий процент кровельной поверхности отдать именно зеленым кровлям. Этот проект вполне реализуемо, это технически и экономически это вполне реализуемо. Это не составит для, может быть, даже бизнесменов, владельцев этих объектов никакого труда, потому что те же расходы на кровлю может идти на озеленение этих кровель. И опять же, проблема у нас самая такая активная – это смог в зимнее время, потому что якобы неправильная застройка, не якобы, а вернее точно уже неправильная застройка, роза ветров у нас нарушена. Архитектура что может предложить? Тут остается уже, мы, конечно, пожинали результат всех, может быть, таких политических оплошностей, мы это признаем, конечно. И в течение нескольких десятилетий у нас образовалось, да, некое нарушение розы ветров, проветриваемости города. Но я считаю, что еще не поздно, можно организовать
целые зоны, больше зон озеленений и, конечно, уменьшение это выхлопных газов и так далее. Для этого решается, например, как отопление. В частный сектор государство старается, чтобы частный сектор скорее перешел на более безопасный, более мало, чтобы выбросы были. Для этого даже стимулирует, например, перейти на газ и так далее. И я считаю, что проблема с транспортом, мобильностью, частный сектор, отопление и так далее, если над этим хорошо поработать, то можно снизить уровень смога уже в Бишкеке. Потому что зарубежные практики показывают, что в течение 5 лет они смогли на 80% решить проблему смога. Да, если кто-то смог, то и мы можем тоже. У нас может получиться. Еще одна такая точка спора между жителями Бишкека. То, что сейчас идет активное перестраивание, активная модернизация того, что было. Сносятся старые фасады. Вот один из таких ярких примеров совсем недавно убрали витражи с театра русской драмы. Как вы относитесь к такому? Каким должен быть вот этот диалог? Нужно сохранять старое? Нужно как-то модернизировать или просто игнорировать? Тут я сразу склоняюсь к тому, что архитектурное наследие, культурное наследие, он должен сохраняться. То есть тут никакие административные, бытовые именно вопросы градоначальства не должны выйти в конфронтацию с теми вопросами, которые наши люди ценят. Это, конечно, может привести к конфликтам, недопониманий. И поэтому тут вопрос больше всего стоит, что сказали бы, что выработали бы интеллигенция, творческий круг. К этому надо просто лишь хорошенько озвучить о том, что является ценным для нас и что мы должны сохранять. И это право мы можем, конечно, отстоять везде. Лишь надо озвучить, что надо сохранять, что это относится, не относится. Да, конечно, этот вопрос он может оспариваться тем, что это относится или не относится. Да? Тут, конечно, надо сами жители тоже зависит от того, что надо оспаривать такие решения тоже. То есть культура, история, наследие, он уже в руках интеллигенции, творческих людей, те, которые ценят. А если это конфронтация между административными вопросами, то тут можно найти диалог, решение обязательно можно найти. В целом, на ваш взгляд, каким должен быть наш город, какие архитектурные идеи, решения для него применимы? Вот как мы должны двигаться? Сохранять свою такую национальную особенность, допустим, как это какой-то старый город в Узбекистане есть, в Ташкенте, да? Может быть, что-то такое сделать? Или уже более сделать его европеизированным? Или какая-то такая интеграция с природой? Что для нас лучше? Да, и сейчас идет активное обсуждение о том, что будет ли у нас старый город и новый город. Да? Старый город, я считаю, что можно оставить и сохранить в первозданном виде, даже отреставрировав. Я часто встречаю множество объектов, в котором, да, действительно реставрируется, и это выполняется очень качественно. Есть, конечно, отдельный случай, когда выполняется, может быть, в более низком качестве. Тут уже вопрос администрирования, наверное. Применимо ли для Бишкека другие новые такие подходы и решения? Конечно. Если мы строим новые кварталы, новые города, это в первую очередь уже с текущими новыми решениями. Это высокая мобильность, плотная застройка, строительство в высоту и повсеместное применение таких зеленых насаждений, будь это вертикально, горизонтально. Это требует, конечно, отдельно новых таких участков, новых решений, освобождения от старых. Да? И мы, конечно, поймем, что есть действительно ветхие старые здания, в котором посвящались, например, 50 лет, и они изжили свой срок. Да? И это действительно требует реновации и так далее. С этим мы согласны. Тут вопрос, опять-таки, как прежде стоит, считается ли этот архитектурным наследием достопримечательностью. Да? Насколько ваша профессия свободна
архитектор может делать то, что ему хочется, всегда ли? Ведь вы, наверное, зависите в какой-то степени от заказчика. Бывают ли какие-то внутренние противоречия при выполнении того или иного проекта? Ну, мы привыкли считать, что есть такие великие архитекторы, которые могли бы свободно что-то творить, да? Но мы поймем, что не всегда вот этот термин «свобода» всегда проявляется. Свобода, он требует таких прояснений. В чем свобода? Свобода, да, может быть в каких-то применении материалов. Свобода может быть в каких-то решении линий, пространств и так далее. Эта свобода, конечно, присутствует везде и всегда. Даже при проектировании конкретных технических заданий заказчика обязательно есть пункт, в котором есть свобода выбора там, материалов, решения организации пространств и так далее, планировок и так далее. Это мы считаем свободой. А есть, может быть, если вы подразумеваете абсолютную свободу, в котором ты берешь пустое место и организуешь объемно-планировочное решение, да? Да, есть такие случаи, когда со стороны государства есть крупные объекты, в котором действительно обращаются к великим таким архитекторам, которые именитым, которые они проектируют по всему миру. Да, есть такие уровень свободы, так сказать. Тогда реально стоит такая сложная задача, да? Потому что для того, чтобы организовать такой объект, требует такого мастерства и творчества, что не по силам каждому архитектору. У вас есть своя архитекторская мечта? Да. Что это? В первую очередь я бы считал, что для того, чтобы достичь такой архитектурной мечты, в первую очередь это оставить некое наследие, что ли, наследие в виде удачного решения общественных нужд, пространств. В первую очередь, это может быть в виде там, жилых комплексов, в виде общественных зданий, в виде музеев и так далее. Но я считаю, что если твоя работа будет цениться людьми, то она останется, и это будет считаться уже наследием. Как вы считаете, у вас уже сформировался свой архитекторский язык, почерк, и в чем он отличается? В чем ваша уникальность? Почерк, уникальность и стиль может быть уже проявляться в том плане, что в котором ты успел уже набить руку. То есть, если вы часто акцентируешь проектирование общественных жилых зданий, то по стечением нескольких лет, даже десятилетий, у тебя сформируется некий подход к проектированию. В этом может быть проявляться некий уже стиль, почерк. Я считаю, что у нас уже больше десятилетий мы уже проектируем. В проектировании именно жилых зданий, я считаю, что некий такой почерк появился у нас. Это мы больше всего ближе к минимализму, функционализму, да? Вам по духу ближе что? Проектировать жилые здания для частных домов или для чего-то большого? Может быть, многоквартирные дома, комплексы жилые? И занимаетесь ли вы проектированием отелей, мест отдыха? Назначение наших проектируемых зданий, оно обширное, начиная от ИЖС, то есть индивидуальное жилое строительство, заканчивая промышленными объектами. Но больше всего мне нравится работать с жилыми зданиями, потому что там, конечно, задачи сложные. С одной стороны, это решать задачи заказчика, с другой стороны, как вы заметили, это отражается уже в облике города, на среду деятельности и обитания жителей. Это, я считаю, сложно, потому что великий даже Ле Корбюзье говорил, что мне легче проектировать аэропорты, музеи и заводы, нежели чем спроектировать хороший дом. Когда вы беретесь за проектирование именно жилого здания, может быть, на одного хозяина, да, на одну семью, вы конкретно знаете, кто будет жить, как вы изучаете, как вы находите подход? На данный момент с развитием технологий, информационного пространства, даже перед тем, как реализовать коммерческие проекты,
конечно, там участвует не только архитектор, там есть маркетологи, есть концептуальщики, есть урбанисты, которым заранее уже продумывается идея, концепция. И архитектор там выступает больше всего как маэстро, что ли, собирает мнение от маркетологов, мнение от самого застройщика и мнение, так сказать, от рынка, то есть что желает аудитория, потребитель. Это, ну, в этом случае жители будущие. И грамотно, если он сумеет решать, ну, совмещать вот эти все моменты, то посередине можно создать хорошее решение, архитектурное решение. Очень интересно, как отдыхает архитектор, или он всегда находится в этом состоянии мышления? Отдых тоже у нас по-разному воспринимается, как это понимается, да? Да, это может быть отдых в виде нахождения одному в офисе вечером, может быть, попивая чай и рисуя что-то. Для меня это тоже часть отдыха, для меня тоже считается. То есть вы постоянно в этом находитесь? Да. Настолько любите свою профессию, что отдых для вас – это пребывание в профессии? Пребывание, но при этом не помешает, конечно, чуть отлучение. То есть отлучение, конечно, выход на природу, даже элементарная прогулка по вечерам по городу, это тоже для меня считается даже отдыхом. Сама природа вас вдохновляет? Я считаю, природа, он изначально имеет функцию не только вдохновлять, но и лечить людей от всех невзгод. Потому что как только мы отдаляемся от природы, у нас начинаются все невзгоды. И, конечно, вот, как только отдаляемся, у нас появляются другие такие инстинкты, в котором, да, может навредить уже. Спасибо большое. Успехов вам и удачи. Спасибо большое. И вам спасибо. Ну а мы благодарим ресторан «Фрунзе» за предоставленное место для съемки.